Жыныстык жол менен жугуучу оорулар көбүнчө жыныстык катнаш аркылуу жугат. Бул ооруларга төмөнкүлөр кирет: гонорея, сифилис, хламидиоз, микоплазмоз, уреоплазмоз жана башка. Ал эми эркектерде бул оорулар төмөнкү кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Если сейчас сегодня у нас речь идет именно о мужском поле, то есть эти болезни вызывают в основном уретриты и могут быть, если, допустим, не своевременно не леченые заболевания, которые приводят к каким-то серьезным последствиям, такие, когда эта инфекция уходит дальше, глубже, вызывает простатиты, везикулиты, бывают даже орхоэпидидимиты. И все это в последующем может привести даже к мужскому бесплодию. Это не говоря о том, что если хронический процесс, то при любых каких-то моментах, когда идет снижение иммунитета, то эта болезнь опять начинает проявляться в виде выделений гнойных, там, рези при моческании и так далее. Жигиттер канча жашынан баштап жыныстык жашоо менен жашап баштаса болот? Вообще первый полуопыт, это он такой индивидуальный, у всех возникает, начинается, вернее, в разном возрасте. Но если с точки зрения физиологии, конечно, в принципе, парень может уже вести половую жизнь где-то, наверное, лет с 12, с 14. Но кроме этого есть психологическое развитие. И психологическое развитие, я думаю, в этом случае более важно. И с этой позиции я бы, наверное, думал, что после 18, после 20 лет. К сожалению, многие парни стараются начинать половую жизнь очень рано, потому что для многих парней именно начало половой жизни ассоциируется с его самооценкой, с его мужественностью и так далее. И часто в кругу сверстников, когда они друг другу хвастаются разными небылицами, которых, могу сказать, 70% это надуманные небылицы в плане половой жизни, да. И многие ребята слушают, верят и пытаются тоже быть похожими на сверстников. А на самом деле начало половой жизни, оно как бы не связано с какой-то мужественностью и так далее. То есть все это зависит от воспитания, от интеллекта и так далее. Да? В плане, если говорить билет во взрослую жизнь, то это абсолютно неправильно. И начало половой жизни не является показателем взросления молодого человека. Это так, временное повышение самооценки, но на самом деле это не так. Поэтому я говорю, именно я бы рекомендовал молодым ребятам свою самооценку повышать там, за счет каких-то других вещей, там, учебы, воспитания, сама работа над собой и так далее. Там, кто-то там чем-то занимается, может, работа, спорт и так далее. Да? Жыныстык жол менен жугуучу ооруларды жуктурбоо үчүн өзүңүздү коргоңуз. 95–97% чейин кепилдик берген ыкмалардын бири бул презерватив. Презерватив бул жыныстык жол аркылуу жугуучу ооруларды гана эмес, ВИЧ инфекциясын жана дагы пландаштырылбаган кош бойлуулукту алдын алуучу каражат. Аны ар дайым жана туура колдонуу зарыл. Ата-энелер балдары үчүн эмне кыла алышат? Все зависит, в первую очередь, это все зависит от отношения родителей этого ребенка непосредственно в какой-то определенной семье, да? Потому что если нет никакого доверия, бывают же разные семьи. Нет никакого доверия, ничего нет там, соответственно, и что бы родители ни говорили, ребенок это не будет воспринимать. Потому что сейчас, насколько я знаю, все подростки, дети, они столько информации получают из интернета, причем столько нежелательной информации, и поэтому у них они зачастую знают больше, чем их родители. Да? Просто родителям, наверное, как-то надо объяснять, что ранняя половая жизнь, вот как мы вначале сказали, что она абсолютно не ведет к взрослению, это не признак взросления, да? И что это не вариант становления своей самооценки и так далее, да? И что могут быть очень серьезные последствия. То есть какую-то разъяснительную работу, но, конечно, ни в коем случае там без каких-то угроз, там, запрет. То есть это такое, должны проводить такие рассудительные беседы информационные.